Жители поселка Сангар Кобяйского района бьют тревогу из-за непрекращающегося подземного пожара на законсервированной шахте «Сангарская». Из-под земли выходит горячий пар. Шахта была ликвидирована еще в конце 90-х годов. Тогда же от самого сгорания угля в ее выработках возник подземный пожар, который продолжается до наших дней. Местная администрация своими силами пытается взять ситуацию под контроль, но без привлечения специалистов со стороны ликвидировать пожар пока не удается. Ульяна Шагина расскажет все подробности. Пар, пробивающийся из сопки Сангар-Хаята, можно заметить уже к подъезду к районному центру. В недрах этой горы на протяжении порядка 7 десятилетий добывали черное золото – уголь. Шахту ликвидировали в конце 90-х, но эндогенный пожар, бушующий в ее выработках, не дает покоя населению. Летом пожар, мы этим дышим дымом. И зимой еще вдобавок, это же все идет, вот это болезни всякие, наверное. Естественно, боимся, что взорвемся. Провалимся туда. Все. В том году у нас кладбище загорелось. Это опять же из-за шахты. То есть из-под земли пошли опять выбросы и загорелось. Мы как раз таки сейчас нашли такое место. Если приложить руку ближе к земле, то можно почувствовать пар, который вырывается из-под земли, а также тепло, которое также можно здесь почувствовать. Такие места здесь тянутся примерно на протяжении километра. Начинаются они от жилого фонда и тянутся до кладбища, до того места, где мы сейчас как раз таки находимся. Шахта Сангарская когда-то была знаменита на всю страну как первенец угольной промышленности Якутии. Она отличалась первоклассным качеством угля и его колоссальными запасами. Александр Вализер более 30 лет отработал в забоях Сангарской и о подземной жизни поселка знает не понаслышке. Я в основном работал на первом участке класс логовой. Уголь хороший, там прямо как антрацит. Мы даже пробовали поджигать его кусочек спичкой. И пока спичка горит, и он загорается. О первом пожаре на Сангарской шахте заговорили еще в 60-х годах. Тогда он случился из-за самого сгорания угля. В 98-м шахта была законсервирована до лучших времен, но спустя пару лет снова загорелась. О ней Александр Андреевич вспоминает с грустью. Мы на лодке проезжали, видели, допустим, в темное время суток, как бы зарево. А что там конкретно горело? Ну, факт, что пламя выходило наружу. Где и в каких масштабах горит под Сангарской землей, ответа на этот вопрос мы так и не смогли найти. Ясно одно – шахтовые коридоры тянутся здесь по всему поселку. А это значит, что последствия могут быть непредсказуемыми. Мы сейчас находимся в одном из входов в шахту. Это технологическая дорога, покуда с поверхности доставлялись различные грузы для нужд шахты. Сегодня сложно рассуждать о масштабах пожара, потому что таких входов и выходов здесь было более 140. И гореть может в любом из них. В последнее время, особенно в последние года, он как бы начал расширяться и выходить на поверхность. Было очень много случаев, когда на старой погрузке там был виден даже огонь. Ну, сейчас огня не видно, но по последним замерам температура там где-то 120 градусов. И действительно, наиболее активное испарение горячего воздуха из недр шахты наблюдается в районе старой погрузки. Раньше в этом месте транспортировали уголь вниз к причалам. На поверхности склона от постоянного тепла почва провалилась. Раскаленная изнутри земля не дает прижиться деревьям. Они желтеют, потом погибают. Дым идет. Ага, вот здесь, вот оттуда. Как западный ветер дует, все к дому. Дом у меня рядышком вот здесь. Дымом пахнет. Чтобы обезопасить население, местная администрация прорыла минерализованную полосу и загородила территорию колючей проволокой. На проведение более сложной работы нужны значительные финансовые вливания. На сегодняшний день масштабы подземного пожара никому не известны. Сангарцы который год ставят вопрос о проведении радоновой съемки, которая как раз таки и определит границы пожара и направление его распространения. По результатам этого обследования могли бы разработать проектно-сметную документацию для дальнейшего работы по тушению вот этого эндогенного пожара. В этом году на проблему наконец-то обратили внимание и в федеральном центре. Обновленный старый состав рабочей группы под руководством министра энергетики страны Анатолия Яновского, которая в апреле месяце должна провести выездное заседание на самом месторождении. Обращались в том числе за решением вопроса финансирования мероприятий из резервного фонда правительства России. И, соответственно, план мероприятий для решения поставленной задачи. Именно для этого эта рабочая группа и создана, чтобы там были практические решения.
Последствия подземного горения могут быть непредсказуемыми. Об этом говорят и сами специалисты. Учитывая, что горные выработки здесь тянутся по всему поселку, от места парения до жилых домов всего полкилометра, обрушение может произойти в любой его части. Ульяна Шагина, Александра Хлопкова, Семен Семенов. Якутия. День за днем.